Уважаемые студенты, по просьбе ректора Вадима Лутазовича Тедеева я вам прочту цикл лекций по истории осетинского народа. Это мое первое выступление после того, как я покинул университет в 1993 году, когда меня избрали председателем Верховного Совета. Но с тех пор я фактически первый раз выступаю перед вами вот в этом новом качестве. Мне доставляет это удовольствие, тем более в родном университете. Первая тема, которая мной будет озвучена вам, это борьба за историческое наследие как угроза стабильности на Кавказе. Вы прекрасно понимаете, какое сложное положение сейчас на Кавказе, политическое и другое и так далее. Поэтому хотел бы заострить в первую очередь внимание на эти вопросы. Здесь в первую очередь я бы хотел охарактеризовать, какие противостояния в современном мире и возможные опасные последствия, которые могут привести сейчас в мире происходящие события. Затем я перейду к вопросам ревизионизма истории народов Кавказа и вот так называемой болезни под названием аланомания. Затем остановлюсь на осетино-ингушских исторических взаимоотношениях, в основном ориентируясь и опираясь на труды выдающегося советского ученого Евгения Игнатовича Крупнова. Затем более или менее подробно хочу остановиться на исторические взаимоотношения между осетинским и балкаро-карачаевскими народами. Эти вопросы тоже, в особенности осетино-ингушские и осетино-карачаево-балкарские, являются очень актуальными в настоящее время, и поэтому желательно было бы просто, чтобы студенчество наше имело о них представление. Время, которое мы с вами переживаем, которое установилось ныне, политика, которая проводится правящими кругами Соединенных Штатов Америки и всего Запада, не имеет аналогов в прошлой истории. Меня не покидает ощущение того, что нынешняя недальновидная политика вершителей судеб народов мира чревата непредсказуемыми негативными последствиями для будущего всего человечества. Поражает происходящее на Украине события. Из-за беспринципности прежнего предыдущей власти и продажности нынешней власти Украина превратилась в дикое поле. Украина переписывает совместную славянскую историю недопустимым чудовищным образом. И хотя события происходят на украинской земле, косвенным виновником в кавычках возникшей ситуации оказалась Россия, которая, вопреки желаниям многих западных держав, возрождается вновь как великая держава и все сильнее мешает, в частности, Соединенным Штатам Америки безраздельно господствовать в мире. Беглый взгляд на происходящее в соседней стране события навевает различные исторические параллели, в частности, с Древним Вавилоном. Согласно библейской легенде, живший в Вавилоне народ вел вполне самодостаточную жизнь. Но, возгордившись, вавилоняне задумали построить башню, чтобы добраться до Бога. Вавилоняне ослушались Бога после нескольких предупреждений. Он сбросил их со строящейся башни, разрушил ее, и из единого до того племени образовалось множество народов с разными языками. С тех пор люди перестали понимать друг друга в мире, и начались войны и дрязги между народами. Обратите внимание, вот эта легенда, древняя легенда, в какой-то степени имеет параллели именно с современным миром. И Вавилон, и действия официального Киева заставляют нас задуматься, извлечь из них определенные выводы. Там, где нет единства, там, где рушатся братские и дружественные отношения, раскалывается общество, порушена сплоченность народа, там и происходят события, похожие на современную Украину. И наоборот, если мы желаем добра своей молодой республике, Осетии, России в целом, то мы должны приложить все усилия для того, чтобы
в нашем доме всегда был мир, спокойствие, чтобы в нем всегда было вверх брали силы, которые работают на объединение, сплочение вокруг единого центра. Нынешняя трагедия на Украине – это следствие насаждаемого в последние четверть века антирусского психоза, следствие победы центробежных сил. Можно представить, сколько сил и энергии потрачено Западом, чтобы так настроить этнических украинцев на своих братьев русских, чтобы стала реальностью братоубийственная война, которая происходит. И каждый день мы по телевидению видим, какие там страшные события происходят на Украине, как уже людей, говорящих на своем русском языке, а их больше 40%, именно преследуют и всячески унижают. В этой необъявленной войне против России главной мишенью этих недругов России является многонациональный Кавказ, которого либеральные круги внутри самой же России окрестили болевой опухолью на здоровом теле России и призывают к его отторжению. Между тем, Кавказ всегда был единым духовным миром. Тяга его жителей друг к другу была всегда велика. Несмотря на различия языка, верования, соседства, исчисляемые тысячелетиями, имели позитивные результаты. Наряду со специфическими особенностями в обычаях и традициях каждого народа, у каждого из кавказских народов имеются свои особенности. К примеру, возьмем осетинские пироги. Каждый народ имеет что-то особенное, которое внес в мировую историю, но вместе с тем, специфическими особенностями, да, есть еще общие элементы, которые выработали в течение тысячелетий жизни в одном месте по соседству друг с другом. Я бы, например, в этой связи назвал, например, кавказские танцы, кавказская кухня, кавказская черкеска, кавказское гостеприимство и так далее. Как бы то ни было, и кто бы как ни относился к советскому периоду, я человек, который сформировался в советскую эпоху, и всегда я горжусь тем, что именно родился и стал на ноги именно в советское время. Но кто бы как ни относился к советскому периоду, в деле укрепления межнациональных отношений на Кавказе делалось в советское время очень и очень много. На память у меня декады культуры и литературы, дружеские встречи. Практиковались тогда переводы произведений национальных поэтов на русский язык, устраивали всякого рода сессии и так далее. Я, как этнограф, принимал участие на ежегодных всесоюзных сессиях этнографов и археологов. То именно в Москве, то в столице одной из республик. И когда мы встречались на научных встречах, нас, представители народа Кавказа, всегда тянули друг к другу, как настоящих братьев. И вообще было много замечательного в советскую эпоху. Распад советской державы нанес непоправимый удар именно доброжелательным дружественным отношениям, которые сложились между народами Кавказа с разными этноязыковым и конфессиональным составом. В постсоветское время межнациональные отношения на Кавказе пережили очень глубокий кризис. Дело дошло до печально известных вооруженных противостояний, террористических актов, которые внесли в жизни сотен невинных наших соотечественников. Я уже не говорю об исламе, не имевшего аналога в мировой истории по чудовищности сотворенного в этом городе. Справедливости ради надо сказать, что официальные органы власти всех регионов Южного федерального округа, Южный федеральный округ фактически опекает и нашу республику в целом, они, свои главные задачи видят, стремятся к тому, чтобы стабилизировать обстановку на Кавказе, сплотить эти налоги, вернуться хотя бы к тем отношениям, которые были характерны в советскую эпоху. С этой целью проводятся разнохарактерные мероприятия в масштабах всего Кавказа, фестивали художественной самодеятельности, например, «Мир Кавказу», «Сцена без границ», в которой принимает всегда участие наш юго-осетинский государственный ансамбль и всегда приезжает с различного рода призами, многочисленные разнообразные встречи парламентариев, молодежных коллективов и так далее, и так далее. Одним словом, официальные власти проводят мероприятия вместе с общественными, чтобы на Кавказе восстановить тот мир, тот порядок, который в нем существовал всегда. Однако созидательная деятельность
властных структуре общественных организаций может пойти на нет, если ученые, и кого это касается, не восстанут против общественного злокачественного опухоля, которой заболела историческая наука в последние полстолетия, особенно же после развала Советского Союза. Сейчас я непосредственно уже перехожу именно к исторической тематике. В постсоветское время историческая наука заболела тяжелым недугом. В ее организме проникли бацилли ревизионизма, которые грозят ей полной дисквалификацией, историческую науку имею в виду. При этом болезнь эта не знает границ. В Украинской Раде разработан законопроект о запрете использования терминов «Россия» и «Рус» для обозначения современной территории Российской Федерации. Если на территории Украины ты будешь говорить произносить эти слова, могут тебя преследовать по закону. Да, потому что они считают, что они являются историческими названиями территории Украины. А самого украинского государства как такового вообще в мире не существовало. Только стала республика в советское время благодаря именно поддержке Ленина и Сталина. Вот эти сейчас юго-восточные районы как таковые были чисто русскими районами, и чтобы республика как таковая состоялась, именно когда сформировалась Украинская республика, именно присоединили вот эти юго-восточные русские районы к ним. А сейчас уже из-за них кровопролитие происходит. Одновременно предполагается назвать Россию назвать его Московией. Не Россией в целом, а просто Московское, то есть Московское царство. В общем, всячески старается, чтобы унизить Россию. В Минске же вышла пятитомная история Беларуси, главная концепция которой у истоков восточного славянства будто бы стояли белорусские племена. Понимаете, это тоже нонсенс. Обратите внимание, как чудовищно искажается история Великой Отечественной войны. К сожалению, не только за рубежом, но и внутри нашей собственной страны. Издаются различного характера учебники и так далее, в которых просто, когда иностранцы пишут, искажают наши истории, понятно, но когда это собственные люди, вот эти либералы этим занимаются, это просто не выдерживает никакое возмущение. Вот они стараются всячески. Или возьмите, например, наши грузино-юго-осетинские отношения. Когда они уже совсем накалились, все те дружественные страницы, которые имели место в истории, многовековой истории, в тысячелетней истории между Грузией и Осетией, они все были перечеркнуты, на них был поставлен крест, и только сыпались в эти годы только оскорбительные слова в адрес осетинского народа и осетинской культуры в целом. Вот такие времена сейчас ныне пошли, бесцензурные времена, и каждый, кто хочет, то и говорит, не неся абсолютно никакой ответственности за такие явления. Вот этой страшной болезнью, которую я перечислил, Украина, Беларусь и так далее, заболели и на Кавказе. Яблоком раздора стали так называемые злополучные алани, наши непосредственные предки. Почему же алани и почему именно с ними связано это дело? Алани непосредственные предки осетинского народа, а их этногенетическими предками нашими являются скифи, а вслед за скифами это сарматии. А алани – одно из сарматских племен, которые верили. Сарматских племен было достаточно, там Яси, Роксалани, Сираки, Аорси, алани, собственно, и так далее. Но так получилось, что в первом веке нашей эры среди этих сарматских племен особенно выделились алани. Алани своим могуществом, многочисленностью и многими другими, видимо, боевыми качествами. Как только они появились на исторической арене, то они заговорили о себе как народ воинственный, и сразу обратили на себя внимание греческих, античных и других историков. Дело в итоге получается так, что беглый обзор истории алан приводит к тому, что уже к IV веку нашей эры алани уже стали ведущие силы на Северном Кавказе. И в это время как раз началось нашествие гуннов с востока. И в первую очередь они столкнулись с гуннами. В результате вот такой стычки между гуннами и аланами, одна часть алан на северной полосе проживающая, она вошла в состав гунского племенного союза,
вошла. И вместе с ними она ушла в Западную Европу. Это та часть Алан в IV, в особенности в V веке, хорошо видна именно на всем европейском пространстве. К сожалению, мы плохо знали об этом на аланском племени, которое ушло в Западную Европу, но в последние годы все больше и больше именно информации получаем мы о той части Алан. Дело в том, что этими аланскими историями больше занимаются не осетинские историки в целом, а именно сами западноевропейские ученые. Изданы две большие монографии Литтелтон и Малкер от Скифи до Камелота, Говарда Скифа, который посвященный тоже Аланам, и ряд других работ знаменитого Хейергарда и другие, которые свидетельствуют о том большом вкладе, который они оставили Алане в Западной Европе. Но та часть Алан ушла потом в Западную Европу, оттуда вот через именно Италия, Франция, Англия. В особенности на территории Франции были созданы два аланских государства. И в 429 году часть из них переплыла Ла-Манш и оказалась на севере Африки. Та часть Алан, которая осталась на Северном Кавказе, она постепенно стабилизировала свое положение. И где-то к 7, 8, 9 годам уже постепенно именно сформировалось в отдельное такое этническое целое. И в X веке было создано так называемое Аланское раннефеодальное государство. В центральной части Северного Предкавказья, вот этой части, если вы посмотрите карту тех времен, то прямо там обозначено Аланское царство, так и написано. Вот это Аланское царство с 10 по 12 столетие, было очень сильным государством. С этим царством уже считались могущественная Византия на юге, и Грузия тоже была в тот период могущественной, тоже считались они, Русь и другие. С Аланией заключались династические браки. Вспомним хотя бы просто выход, это самое, женитьба Давида Суслана на царицу Тамари. Женой грузинского царя Баграта IV в XI столетии была сестра самого крупного из аланских царей Дулгулеля Великого. И вот такого рода эти династические связи со слабым соперником никто не заключает. Династические браки – это просто браки по расчету, что если мне будет трудно и так далее, кто станет рядом со мной лучше, больше, чем родственники или близкие связи. И вот потому постепенно уже слава Алан уже стала очень греметь по всему Северному Кавказу, как самое могущественное племя. И в XII веке, когда в начале XIII столетия началось татаро-монгольское нашествие, то и алане оказались самой главной силой, которая оказала им сопротивление. Аланская культура, аланские истории и так далее были уже тогда на виду в мире. И вот понадобилось людям, нашим соседям, некоторым нашим соседям, понадобилось иметь вот такого рода именно таких предков, знаменитых, у которых такая история, такая знатность в мире. Все это способствовало развитию творческой активности ряда историков и филологов, направленных на формирование в общественном сознании народов Северного Кавказа устойчивого комплекса престижных предков в лице алан. На этот вопрос, именно что их заставляло именно ориентироваться, искать своих предков в лице алан, лучше всего ответил один из выдающихся ученых нашего времени, крупнейший ученый-алановед Владимир Александрович Кузнецов, которому принадлежит целый ряд книг и является считающимся самым выдающимся именно специалистом по алановедению. Вот как он характеризует, почему понадобилось и это некоторым этим доморощенным ученым Ингушетии Карачаева заиметь аланов как предков. По его мнению, современная историография Северного Кавказа стала полем острой идеологической борьбы за наиболее яркую и достойную историю, что в условиях многонационального и пестрого региона порождает борьбу за историческое наследие. Вот так я заглавил свою «Борьба за историческое наследие». И здесь, к сожалению, богатое историческое наследие алан, господствовавших на территории Центрального Кавказа тысячелетия и отличавшихся воинственностью и динамизмом, стало особо привлекательным. Идет своего рода холодная война в кавычках за передел аланского историко-культурного наследия. Делаются попытки переписывания истории.
Разумеется, они не имеют никакого отношения к науке и истории, но существует и оказывает влияние на массовое сознание читающей публики, не подготовленной к объективному восприятию подобной наукообразной продукции. Вот вам основные причины, почему, как возникло именно понятие аланомания и кто в этом был заинтересован. Между тем, в историческом прошлом тесные культурно-исторические взаимоотношения ираноязычные аланы, скифа, сармат и аланы имели в первую очередь со своими ближайшими соседями, с адыгскими племенами, с абхазами и с народами Дагестана. В первом тысячелетии нашей эры с народом Дагестана у них были очень тесные связи, даже династического характера. Эти признанные исторические факты, то, что я сказал, там можно подтвердить тысячами исторических фактов, и они нормально воспринимаются историками и общественностью перечисленных национальных республик. Они, знаете, пишут об этом, нам хорошо известно и адыгских ученых мнений, и абхазов, и дагестанцев, пишут, что прямо говорят о том, что ираноязычные аланские племена, предки современных осетин. Это говорят вот о этих республиках. А вот в других республиках, в двух других, в республике Ингушетии и в Карачаево-Балкарском совершенно другое представление. Происходящее в Ингушетии и в Карачаево-Балкарском обществе уму непостижимо. Те претензии, те, которые предъявляют туда, они очень просто, очень шаткие. Объясним сейчас в итоге. Настолько эти претензии ингушей именно на то, что они яланы, являются их непосредственным предком ялан, являются правдой. К великому сожалению, в наше время, в эпоху гласности и демократии так называемой, все позволяется в итоге. Все, что хочешь, можно писать. Никто за свою писанину, абсолютно никто ответственности не несет. И самое главное, все великие ученые, которые были авторитетами, которые десятилетиями раскапывали, скрупулезно изучали историю и так далее, и высказали свое веское мнение, они перечеркиваются этими новыми доморощенными историками и учеными, называют их лженаукой, значит, мнение выдающихся ученых. Вот я, например, говоря о том, что о претензиях ингушей быть аланами, я не буду распространяться, пишут об этом очень многие ученые, но давайте только остановимся на мнении одного из них. Это Евгений Иванович Крупнов, один из самых выдающихся советских ученых, археологов, единственный из ученых, который за свою книгу «Древняя история Северного Кавказа» был удостоен в советское время Ленинской премии. Ни один другой ученый, историк такого высокого звания не получал. Ныне сейчас проводятся крупновские чтения, такого крупного большого авторитета нет. И вот он в 1873 году написал специальную книгу «Средневековая Ингушетия». Специальную монографию он про осетина не писал, про абхазцев, про других и так далее, но посвятил специальную книгу «Средневековая Ингушетия». Давайте обратимся к этой книге, и вы сами убедитесь в том, настолько они неразумно подходят некоторые к своей прошлой истории. В этой книге «Древняя история Северного Кавказа» нас интересует только 2 и 3 главы. Исторические известия об ингушах и о происхождении ингушей. В них высказаны суждения маститого ученого об этногенезе ингушей и осетин. Он говорит, кто такие ингуши, кто такие осетины. Можем мы верить Крупнову или нет? Мне кажется, что больше, чем достаточно. Крупнов перечисляет древние нахские племена – галгаи, кисти, фяпинцы, цоринцы, архшойцы. Считает правомерность отождествления стромоновских гаргарьев с ингушским племенем с названием галгаи. Пишет о том, что в известной армянской географии, это известно в VII веке, была издана так называемая армянская география, в которой перечисляется 53 кавказских племена, которые проживали в тот VII веке на Кавказе племена. И вот в этом перечне значатся этнонимы, за которые прячутся чеченцы-ингуши, кусты или кисти, и сейчас тоже их называют кистами. Да. И одновременно там же проходят и аланы. Если бы кисти и аланы были одним народом, тогда в этой армянской географии они бы отдельно не проходили. Это один факт в итоге. Как он пишет далее, в период Средневековья за кавказским народом
чеченцы были известны под именем Дзурдзуки, а ингуши Глигви. Ссылаясь на академика Берже, Крупнов относит чеченцев и ингушей к единому так называемому Войнахскому массиву и приводит точные названия отдельных ингушских племен: назрановцы, карабулаки, галашавцы, джерахи, кисти, галгаевцы, цоринцы, акинцы и так далее. В общем, наподобие тому, если бы стали перечислять астинские племена: куртатинцы, алагирцы, там, игорцы и так далее. Вот так он перечисляет чеченские и другие племена, которые в это время существовали. В заключение ко второй главе он пишет: таким образом, в свете рассмотрения разнообразных исторических свидетельств, чечено-ингушские племена, значившиеся в древних исторических документах под именами Нахче, Кусти, Дзурдзуки, Глигви, Галгай, являются одним из древнейших народов Кавказа. Это автохтонный народ, который именно с глубокой древности формировался именно на Кавказе, древнейший кавказский народ. Этот же вывод ученый делает и на странице 42 той же книги. Ингуши, как и чеченцы, являются потомками одних из древнейших коренных обитателей Кавказского перешейка. А в заключении третьей главы говорит: совокупностью антропологических, археологических, исторических, этнографических именно данных подтверждается давнее сугубо местное происхождение этнического ядра, который в наши дни именуется ингушским народом. Понимаете, чтобы просто сказать о том, что определить именно происхождение от любого народа, нужно именно совокупность всех смежных наук, которые говорят об этом. Есть, например, народы, которые говорят на одном языке, но язык недостаточно, но они относятся к совершенно другим этническим следам. Чтобы говорить о том, что этот народ является, доказывает свое отечество, должны соответствовать и языковые, и антропологические, и исторические, и этнографические. Если все эти данные соответствуют, то уже человек может сказать о том, что это уже истинная правда. Вот почему мы почитаем особенно Всеволода Федоровича Миллера. Это выдающегося ученого. Это человек, которому просто осетин, каждый осетин имеет право поклониться. Именно до Миллера были высказаны мнения о том, что осетины являются иранским народом в целом. И это все доказывалось только языковыми данными. Колопрод высказали, Шогрен и другие. Но заслуга Миллера заключается в том, что, будучи разносторонне одаренным ученым и так далее, он и языковыми средствами, и археологическими, сам производил археологические раскопки, собирал этнографический материал, исторические данные, все вместе в совокупности. Все эти данные ему говорили одно и то же. То есть алани – это предки современных осетин. И после Миллера никто в мире больше не сомневался в тождественности вот этих понятий. Вот то же самое сказал Крупнов. Совокупности антропологических, археологических, исторических подтверждают данные, говорят о сугубо местном происхождении этнического ядра, который в наши дни именуется ингушским народом. Немало авторов свидетельствует, что чечено-ингуши, Ингушетия, были местным населением, а иноязычные являются пришлыми. В общем, они местное население, а предки осетин, то есть иноязычные, являются пришлым народом на Кавказ. Это доказано, как все ученые об этом говорят. Автохтонная версия этногенеза отвечала потребностям чеченцев и ингушей в тот период. И они молчали. Об этом никто не противился к этому. Они стремились после возвращения на родину видеть своих предков абсолютными аборигенами Северного Кавказа, жившими там с глубокой древности. Вот такая трактовка их также устраивала, что соответствовало науке. Можно было бы спорить с теми, кто сегодня хочет сделать алан предками ингушского народа. Но беда их в том, что древняя и средневековая история ингушей, их история сосредоточена только на Центральном Кавказе. Тогда как судьба разбросала алан на огромные географические просторы от юго-восточной Азии до берегов Атлантики. Понимаете? Это сугубо местные племена, а судьба алан разбросала по всему земному шару от Китая до Атлантического океана. И вот это тоже один из существенных фактов, который говорит о том, что и аланы никак не могут быть предками ингушей. В известной книге Алемана был такой каталонский ученый, испанский, который сделал в
написал выдающийся труд по аланам. По аланам, по данным древних и средневековых источников. Это была сенсация целая, когда появилась эта книга в 2003 году. Она очень объемистая, очень котируется в мире. И вот этот самый Алеман в последней главе, в главе 16, составляет хронологическую таблицу активности аланов и зафиксированные в источниках изучения языком. Он изучил по китайским, по японским, по грузинским, по латинским и другим источникам, где только проходят аланы. И вот, исходя из этих источников, он переписал, в каких странах именно фиксируются аланы, в каких странах они имели отношение к местному населению. И вот обратите внимание, Сагдиана, Армения, Парфия, Мезия, Боспор, Мцхета, Албания, Рим, Карфаген, Паннония, Италия, Испания, Север Африки, Галлия, Орлеан, Византия, Иверия, Лазика, Персидский Азербайджан, Дманисий, Ширван, Дербент, Восточное Закавказье, Греция, Фессалоника, Китай, Крым, Венгрия, Монголия, Днепр, Дон, Рейн и так далее. В мире, по-моему, на географической карте больше даже географических других названий не осталось. Как быть с памятниками, кроме этого, как быть с памятниками письменности, которые к огорчению ингушских коллег оставили аланы на Северном Кавказе? Вот, например, зеленчукская надпись на аланском языке. Вот византийская надпись этого Цеца в XI столетии. В Венгрии обнаружены на аланские подписи с игорским диалектом и так далее, которые именно язык, это аланский, ничего общего не имеет именно с ингушским, с войнавским языком, который относится к кавказской семье языков. Кроме Лукнова, есть еще один известный ученый из Института истории, этнографии, археологии, антропологии Шнидерман. Он, например, алане на Кавказе так написал большую книгу, но к этой книге очень много претензий к нам, немного написано тенденциозно. Но вот что он говорит про своей монографии, он анализирует, чего же хотят ингуши, именно выставляя себя, именно присваивая себе алану. Он проанализировал происходящее в войнавской научной среде телодвижения. Вот такие движения. Отказ осетинам в праве на единодействие владения аланским историческим наследием. Вот чего они требуют, чтобы осетинам отказать, что они единственные являются предками, потомками алан. Заселение нахами Центрального Кавказа до прихода ираноземных кочевников. Они сейчас создают книги и пишут о том, что будто бы существовала когда-то Великая Ингушетия, которая охватила весь Северный Кавказ, в том числе нынешняя Северная Осетия, Кабарда и так далее, ничего общего не имеет с историческими фактами. Доказательства, будто аланы говорили на нахском языке. Это просто доказать том, что говорили на аязском языке. А язык сарматов, ялан был близок к языку война, что в войнах и способствовали развитию скифской, сарматской, аланской культуры. Это тоже просто нонсенс. И говоря, вот они хотят ставить вот подобного рода претензии. И почему, говорит, это делает? Этот же ученый Ширман раскрывает смысл вот этих самых претензий. Из всего перечисленного очевидно, я цитирую дальше Ширмана, что ревизионистские концепции включали несколько принципиально важных идей. Во-первых, большую древность войнахов на их современной территории. Вот сейчас только об этом говорит, чем древний народ, тем как будто он почетнее. Во-вторых, представление об их гораздо более обширном ареале в древности, включая территорию Осетии, будто бы в древности это вся была Ингушетия. И об их участии в качестве субстрата формирования некоторых соседних народов. Субстрат – это основа, и когда два народа смешиваются друг с другом, то коренной народ называется субстратом, а те, с которыми смешались, это суперстат. В-третьих, их тесную связь с древнейшими цивилизациями Передней Азии. Ну, а там пишут о том, что они чуть ли не с шумерами и другими древними народами имеют непосредственную связь, что и история их доводит до них в итоге. В-четвертых, их обитание на плоскости в течение тысячелетий и участие в развитии аланской культуры. Пятое, их едва ли не первостепенная роль в сложении нартовского эпоса. Ну, у нас будет попозже лекция о нартовском эпосе, я вам тогда более подробно расскажу.
Ингушские доморощенные ученые, строя планы, присвоить именно Алан и сделать их своими непосредственными предками, они забыли и не подумали об одной важной детали. Что же делать с языком? Евгений Иванович Крупнов, это крупнейший историк, археолог, один из самых больших авторитетов по истории народов Кавказа, пишет о принадлежности ингушей к восточной Дагестано-войнахской группе Иберо-Кавказской языковой семьи, в то время как принадлежность осетин к совершенно другой иранской группе индоевропейской семьи также не требует доказательств. Но ведь из составных элементов, из которых исчисляется происхождение любого народа, язык важнейший. Вот главное, вот язык, языковый фактор, они учители, которые хотят сделать себя потомками Алан. На Кавказе существует именно 3 языковые семьи. Всего в мире существует более 20 языковых больших семейств языков, наиболее близкие родственники друг к другу. Из них на Кавказе 3. Это так называемая Кавказская семья языков, куда входят 4 группы. Это самые адыго-абхазская, адыги и абхазские родственные народы. У них одна языковая семья. Дальше войнахская, то есть чеченцы, ингуши, иначе называют их войнахами или нахами, 2-я группа. 3-я группа – это дагестанские народы. 3-я группа и 4-я картвельская, то есть грузинская. Вот эти 4 народы, вот эти народы, ходячие в этой группе, составляют одно семейство языков. Семейство называется Кавказская семья языков. На Кавказе 2-я семья языков – это является алтайская или тюркская, монголо-тюркская в итоге. И эта семья принадлежит такие народы, как азербайджанцы. Они относятся тоже ногайцы. Туда относятся карачаевцы, болгарцы. Вот несколько таких народов, которые относятся к тюркской семье языков. Существует еще 3-я группа языков, которая называется индоевропейская семья языков. Это самая большая из этих 20 языковых семей. На индоевропейских, иначе называется индогерманских, от Индии до Германии, от Индии до Европы. На этих языках говорит более половина всего человечества. Если в Кавказской семье языков 4 группы, то в индоевропейской семье языков 17 различных групп. Там и романская группа, и балтийская, и немецкая, албанская и так далее, в том числе иранская группа, тоже входит в индоевропейскую семью языков. И вот эти языковые семьи ничего общего между собой не имеют, потому их ученые видели каждый свою ячейку. И вот обратите внимание, ингуши в Кавказской семье языков, а осетины находятся в индоевропейской семье языков. Эти языки ничего общего между собой не имеют. Это простая, элементарная вещь, которую нельзя игнорировать, составляя какие-то большие планы на себя. Да. И они, игнорируя этот вопрос языковый, они все равно свои претензии не оставляют. В своей книге Крупнов не обходит стороной осетин. Вот понимаете, он всячески доказывал о том, что каковы были эти самые ингушские племена, перечисляет их и считает, что они являются коренным кавказским народом, что автохтонным. С древнейших времен они сформировались на Кавказе, здесь же сложилась вся их культура. В то время как предки осетин Алани просто оставили свой след в многочисленных странах Европе, Азии, Америки, начиная от китайской границы до Атлантического океана. Это тоже уже совершенно разные явления. Это местный народ, ингушские племена являются местным автохтонным народом, они являются пришлыми, но оставили большой след именно во всем мире. Не обходит он стороной именно и осетин. Что же говорит этот выдающийся ученый? Я говорил, еще раз повторяю, это самый выдающийся советский ученый-археолог, который единственный, он удостоился именно звания лауреата Ленинской премии еще при СССР. Ни один историк, ученый не удостоился такой высокой чести, такой был высокий авторитет за его книгу «Древняя история Северного Кавказа». Крупнов пишет об однородной этнической массе ираноязычных алан, обратите внимание, действительно явившихся прямыми предками современных осетин. Это пишет тот же Крупнов. Например, на территории Северной Осетии. Это он блестяще продемонстрировал
Вот Северокавказская археологическая экспедиция работала долгие годы на Северном Кавказе, и в особенности они поработали в станице Змейской Северной Осетии и в селении Бруд и Зильга, тоже плоскостной части Северной Осетии. Там обнаружены массовые аланские захоронения, массовые аланские, в особенности последние 10 лет там разрабатывают историки, и сколько там, и все обнаружили, что являются аланскими захоронениями. Потому что у алан был так называемый катакомбный принцип именно захоронений. И кроме алан, так никто не хоронил своих мертвых. И вот эти все обнаружены здесь в Зильга, в Рете и так далее, в Смейском, плоскостной части вот нынешней Владикавказской равнины, там было массовое заселение аланского населения. Именно со 2 по 6 век здесь проживали многочисленные аланские племена. Как известно, аланы в письменных источниках были известны под именем Осов и Ясов. Последних, Ясов, крупно считали прямыми предками современных осетин, иранцами, индоевропейцами. Страница 55 вот той книги. Он специально написал специальную книгу, называется «Средневековая Ингушетия». И вот в этом он пишет, кто такие ингуши и кто такие осетины. Я его оттуда и цитирую. Теперь обратимся к сведениям о языке чеченцев и ингушей. Еще раз обратимся вслед за Крупновым. Среди авторов, исследовавших особенности языка чеченцев и ингушей, Крупнов ссылается на такие известные ученые, каким был именно большой ученый Петр Услар, Загорский и академик Мар. Это прошлые 18-19 столетия ученые, а и современных ученых это самый нах по своей национальности Дешериев, доктор филологических наук, один из самых известных специалистов по нахским языкам. Он прямо говорит о нахских народах и общенахском языке. Это Дешериев, я цитирую. На основании тщательного анализа особенностей языка чеченцев, ингушей и бацбийцев, тоже племена ингушские, он считал, что эти языки образовались в процессе распада более древнего общенахского языка основы, некогда характеризовавшегося единой системой склонения, спряжения и других грамматических особенностей. В итоге его вывод: нахские языки занимают единую языковую группу и занимают промежуточное положение между дагестанскими и адыго-абхазскими группами в единой кавказской семье языков. Кавказская семья языков, и вот нахская группа занимает промежуточное положение между абхазскими и дагестанскими группами. Вот прямо говорит сам же именно войнахский ученый. Последние годы, полстолетия, некоторые представители титульных наций на Северном Кавказе заразились поисками себе великих авторитетных предков. Вот это главная болезнь – поиски великих предков. Чем у тебя древнее предки, тем если твои предки шумери, там хети и другие, то сегодня ты можешь ходить в маршальских погонах. Вот такое лживое представление о настоящем достоинстве. Поиски их увели некоторых к древним шумерам, к хетам и к другим народам древнейшей цивилизации. Но наиболее выгодным посчитали исторических алан. Это все хорошо, но аланы были рядом. Это тоже популярный, могущественный народ. Зачем нам искать? С шумерами могут никто не поверит. Аланы были по соседству. А в период могущества аланской государственности входили в его состав. Когда в 60 веке образовалось аланское государство на Северном Кавказе, то именно в это аланское государство входили именно племена, которые жили вот в этом районе. Это древние племена адыго-абхазских племен, войнахи, дагестанцы и другие. Вот такое было большое влияние, когда входили. И они посчитали, что гораздо выгоднее вот этими древними предками своими назвать алан, нежели шумеров и хетов, которые находятся далеко от нас. Потеряв здравый рассудок, они пишут, что алане непосредственные предки ингушского народа. Даже есть учебники по истории ингушского народа, и прямо там написано, и учат их, что их предки воевали с татаро-монголами, построили у себя аланские ворота,
вопреки исторической логике и данных объективной истории, своей столице дали название Аланского города. А в учебниках по истории, как я вам уже говорил, внушает учащейся молодежи, что Алан – это предки ингушского народа. Все это не соответствует действительности. Де-факто мы исторические соседи, а соседство исчисляется тысячелетиями. В результате этого между нашими народами имели место этнокультурные контакты, взаимоотношения культур. Это безусловно. Там железные заборы не построишь на своей собственной территории. Проникает культура из одной стороны в другую. Очень много у нас имеется это взаимовлияние культур с ингушами непосредственно. Кроме вайнахов, в таком же соседстве проживали там адыги и абхазы, и дагестанцы и так далее. Но адыгские историки, абхазские историки, дагестанские, никто из них не претендует на то, что Алан является их предками. А вот совершенно другая картина с ингушами и с карачаево-балкарцами. Они вот из чего-то взяли. В 80-х, 90-е годы прошлого столетия им было издано несколько книг, посвященных генезу карачаевцев-балкарцев. Да. Их цель вот этой изданных книг заключалась в том, чтобы они начали возводить именно свою историю своего народа к 4-3 тысячелетию до нашей эры. Вот представьте себе, скифы, сами древний народ, они жили в 1 тысячелетии до нашей эры. Они начали доказывать, что предки карачаевцев и балкарцев именно возникли сперва в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. 2-3 тысячелетия раньше, чем появились скифы на этой территории. Они увязывают ее с древними цивилизациями и связывают это с древними цивилизациями шумеров, касситов Ближнего Востока, а также со скифами. Согласно наукообразным построениям Мизиева, самым крупным вот тот, кто уже замутил воду и начал претендовать на скифов, называя их тюркоязычными и так далее, был некий Ибрагим Мизиев, археолог по специальности, но потом он возглавил вот это движение, сейчас у него последователей много среди балкарцев и карачаевцев, и просто они, понимаете, он пишет такие вещи, которые просто элементарно даже ребенок не поверит. Обратите внимание, согласно наукообразным построениям Мизиева, карачаевцы и балкарцы возникли 6 тысяч лет тому назад. Вот подумайте над этими цифрами. Сперва говорили 4-3 тысячелетие, они еще прибавили 3 тысячелетия. 6 тысяч лет тому назад. И территория, которую они занимали, наши предки, территорию, которая растянулась от Индии и Алтая до берегов Дуная. Абсолютно ничем не подкрепление, научное подкрепление. Позже и этого оказалось мало. И Мизиев вместе с единомышленником, там был еще некий Лайбанов, возвели истоки формирования своего народа не позже неолитического времени. То есть возвели возникновение этнонима тюрки до древнего каменного века, что хронологически восходит к 20-15 тысячелетию до нашей эры. Неолит. Это были 3 эпохи, древние эпохи археологические. Палеолит, древний каменный век, неолит, новый каменный век, там 14-5 тысячелетия до нашей эры, а потом идет энеолит и другие периоды. И вот можете себе представить, оказывается, предки карачаев и балкарцев были известны еще с неолитических времен, настолько этот народ является древним. Между тем, подобные фантазии никакого отношения не имеют к подлинной истории карачаевцев и балкарцев, которые сложились в современные народы, знаете когда? В 14-15 веках нашей эры. Ревизионистски настроенные ученые и их приспешники в октябре 1994 года провели в Карачаевске круглый стол, на котором не только провозгласили прародиной тюркских народов Волжско-Уральский район, но отнесли появление тюркских племен на исторической арене теперь уже к 11 тысячелетию до нашей эры. И на этом и остановились. К 11 до нашей эры, а тюркский язык объявили языком человечества. Вот такие вещи творятся именно в мире так называемой науки. Да, последователи Мизиева, был еще и один последователь Байрамкулов,
ограничили возраст карачаев-балкарцев 2 тысячелетиями. Байрамкулов сказал, что это слишком далековато, и он опустился до 2 тысячелетия до нашей эры. И уверенно стал доказывать, что алани были тюркоязычные, и где бы они ни находились на Кавказе или в Западной Европе, они были предками карачаевцев и балкарцев. Это Байрамкулов прямо пишет. Мы сформировались во 2 тысячелетии до нашей эры, но алани были нашими непосредственными предками, и никто никого к ним не подпускает, кроме карачаевцев и балкарцев. Хотел вам принести новую книгу Владимира Александровича Кузнецова «Яссы и алани», где он прямо пишет, пристыдил о том, как можно, говорит, это говорит, самый настоящий нонсенс в этой книге. И он призывает о том, как говорит, можно себе представить, чтобы отказаться от своих собственных предков, своего родного отца и другого отца, это соседа, будут называть своим этим отцом. И этот ученый много раз он выпустил даже специальные монографии, в которых он решительно разоблачает все эти нюансы, все это, то, что выдумано этими учеными по настоящее время. Ну вот, допустим, вот такие их фантазии в итоге. А что же они на самом деле представляют? Настолько народ, карачаевцы, балкарцы, эти древние, и какое отношение имеют непосредственно к аланам. Они имеют чуть больше отношения, чем эти самые ингуши, но тем не менее, давайте послушаем ученых. Об этногенезе карачаевцев и балкарцев, а этногенез – это слово происхождения, существует большая литература. Среди множества взглядов там имеется очень многие. Разные ученые по-разному подходили. Одних называли, связывали с туркменами, другие славянами, третьи кабардинцами, четвертые хазарами, пятые с аланами, уграми и тому подобное. Но главное уже самое... А только это самое Крупнов, Алексеев и другой Алексеевич, что вот эти крупные ученые, и тоже его последователи, эти Алексеевы, утверждают, что карачаевцы и балкарцы произошли от кавказских аборигенов, носителей кубанской культуры, смешавшиеся с аланами, булгарами и половцами. Давайте запомним. Значит, балкарцы и карачаевцы произошли от носителей это самой кубанской культуры, то есть местных кавказских племен. Другие были аланы, третьи половцы и четвертые болгари. Вот 4 племени, которые вместе потом соединились, произошло смещение между ними, и от них сформировались нынешние карачаевцы и балкарцы. Вот так говорили Крупнов, Алексеев и другой Алексеев, вместе с Тресковым утверждали. И это мнение потом уже вошло в академические даже издания. И вот это слово, то, что я вам говорил о том, что произошли именно где-то, сформировались где-то в 13-14 столетии, доказывается и народными легендами. Вот очень многие ученые записывали народные легенды. Будучи в Карачаеве и Болгарии, спрашивали о том, что когда переселился твой отец впервые в эти края. И вот генеалогическая линия, одни называли 12 предков, другие. И если считать, допустим, одно столетие получается 3 поколения, то по этим подсчетам в итоге получается, что впервые карачаевцы и балкарцы обосновались на нынешней своей территории где-то в районе 13-14 веков, не раньше. Как оказалось, народные представления совпадают с научными. Согласно советской исторической энциклопедии, что может более авторитетного, чем такая книга «Советская историческая энциклопедия». Вот там прямо написано. Карачаево-балкарская народность сложилась на рубеже 13-14 веков из местных горских племен, живших здесь с эпохи бронзы, а также алан, болгар и кипчаков. То, что я вам уже говорил, то же самое повторяется. Местные племена, алани, кипчаки и это самые кипчаки, половцы, один народ и болгари. Что начало формирования новой народности относится к 13 веку, что они, значит, начали формироваться в 13 столетии, это написано очень четко и в следующей очень важной книге «История Кабардино-Балкарской АССР». В советское время вышла такая книга.
Вот что там написано. Формирование карачаево-балкарского народа произошло после распада Аланского союза племен, завершившийся в XIII веке. И при этом они образовались в результате смешения древних северокавказских племен с пришлыми аланами и тюркоязычными болгарами и кипчаками. Происхождение карачаевцев и балкарцев от половцев с последующим смещением с аланами считается также Дьячков, Тарасов, Лайпанов, Саймолов, Мерцхабер и другие ученые. И даже вот, обратите внимание, была специальная сессия о происхождении балкарцев и карачаевцев. Состоялась в 1959 году. Когда такие сессии созываются, все крупные ученые по данной специальности, они все собираются. И они выносят такое решение в итоге. И вот они как раз и приняли такое решение, что из этих 4 составных элементов сформировались нынешние карачаевцы и балкарцы. Вот такая сессия состоялась и относительно происхождения осетин, которое было в 1966 году. И там тоже принимали все крупные ученые, тогда Василий Иванович был жив, и Крупнов, и другие. И тогда было принято, что современные осетины – это не непосредственные алани, а народ сформировался на Кавказе. Состоит из 2 составных элементов. Из пришлого аланского скифо-сармата аланских племен и местных кавказских племен. В сочетании этих 2 начал алан вместе с местными кавказскими племенами, когда аланы прибыли сюда, место не было совсем пустынное, здесь проживали люди, они вместе смешались и сформировался современный осетинский народ. И вот это решение 1966 года сессии по настоящее время остается в силе. А вот карачаевцы и балкарцы подвергли ревизии вот это решение 1959 года. В первое время они их устраивало, это решение. Но постепенно уже стали отходить уже от этого решения. В 1956 году, 1957 году, вот эти репрессированные народы вернулись обратно на свои родные места на Кавказ. В том числе вернулись и карачаевцы, и балкарцы. Они тоже были сильны вместе с чеченцами, ингушами, там, карачаевцами и балкарцами. И вот когда они вернулись обратно, то изменилось их умонастроение. Они уже, вот эта прежняя постановка вопроса, им уже не подходила, не нравилось. Депортация и расчленение бывших карачаевских и болгарских земель не оставили камня на камне от прежних стереотипов интернационализма и дружбы народов. Теперь они не хотели ничего общего ни с соседними кавказскими народами, ни крымскими татарами и турками. Им нужны были уникальные предки, развившиеся своим самобытным трудом. Они должны были прийти на Северный Кавказ достаточно рано, чтобы дать карачаевцам и балкарцам аргумент первого поселения для отстаивания своих территориальных прав. Кроме того, предки должны были причастны к древней государственности, чтобы представить своим потомкам возможность отстаивать свои политические права. Наконец, они должны были говорить на тюркском языке, чтобы никто не обвинил их в антитюркских настроениях. Подходящим претендентом, удовлетворяющим почти всем этим требованиям, были аланы. И поэтому в течение последующих нескольких десятилетий карачаевские и балкарские ученые и самодеятельные авторы направили все свои усилия на то, чтобы сделать их тюркоязычными. Вот в 1959 году начали вот эта конференция, которая уже о происхождении и приняли вот такое решение. Но им это не понравилось. И тогда, в 1994 году, вновь созвались уже когда уже их ориентации изменились, и провели в Карачаевский круглый стол, на котором не только провозгласили прародиной тюркских народов Волго-Уральский район, отнесли появление тюркских племен на исторической арене ко второму до нашей эры, а тюркский язык был объявлен языком человечества. Вот на этом круглом столе в 1994 году они совершенно поменяли свои ориентации. Их больше не устраивали прежние решения. Круглый стол поддержал идею тюркоязычных скифов и алан. Они должны были доказать во что бы то ни стало, что аланы и скифы были тюркоязычными, что никакого иранозичия не имело места. И начали рассматривать алан и асов как единый тюркоязычный народ, поставив целью полностью отключить осетин от аланского наследия.
Связывали предков с аланами. Некоторые ревизионисты возводят истоки карачаево-балкарского народа к началу нашей эры. Но это еще не все. Ревизионисты, вот эти ученые, историки-ревизионисты, наделили далеких предков европейной внешностью, объявили тюрков истинными арийцами. Тюрки, где арийская культура, арийцы – это индоевропейские племена, а их называют истинными арийцами. Наотрез отказались делиться с кем бы то ни было со скифо-сармато-аланским наследием, оставляя его тюркоязычным народом. Даже предков дегурцев они считали тюрками. Зная, каким препятствием в этой борьбе за аланское наследие является истинные алан и осетины, вот мешали им, что мы говорим на иранских языках, мы аланы. И поэтому главное препятствие для них оказались осетины. И как от них избавиться? Как их отключить тоже от скифа сармата алан? И вот карачаево-балкарские авторы выдумали неслыханные всякого рода небелицы. Например, они утверждали о том, что во время русско-персидских войн, их в конце 18-го, начале 19-го было очень много русско-персидских и русско-турецких войн. И во время одной, вот эта версия, во время одной войны русско-персидской вверх взяли Персии, и они перебросили туда определенный отряд на юг, вот Южную Осетию, на территории нынешней Южной Осетии. Да. И вот они здесь застали будто бы тюркоязычных различных племен, но эти иранцы, Персии, они когда прибыли, смешались с ними, то их заставили говорить на иранских языках, и таким образом распространился осетинский язык в итоге. В общем, одним словом, все они сделали так, чтобы к аланам никакого отношения осетины не имеют, что оттуда вот только персы, они говорят на иранском, на персидском языке, который был переброшен в качестве эксперта именно на юг Кавказа, в нынешнюю Южную Осетию, и там они заставили говорить на персидском языке, и потом этот персидский язык превратился в осетинский. Одним словом, подальше, чтобы к аланам никакого отношения не имело. Ну, были еще другого характера решения такие. Другой болгарский ученый выдумал, что был такой персидский деятель, Грузия входила в состав Персидской империи, и Мирьян был руководителем, и он около 40 тысяч человек, допустим, этих самых персов, перебросили именно на юг. Его резиденция была в городе Мцхете. И вот в одних источниках написано, что это 40 тысяч были как бы личной охраной для этого Мирьяна, ставленника Персии. А вот другие ученые болгарские сделали о том, что эти самые были переброшены для того, чтобы именно расположить их по перевалам и так далее, чтобы именно насадить персидский язык как будто на южной стороне Кавказа, а потом, чтобы именно распространиться на Северный Кавказ. Но это просто самые настоящие, просто не знаю, выдумки, которые абсолютно никакого основания не имеют. Главная цель, чтобы просто доказать каким-то образом, невозможным образом, что аланы никакого отношения к осетинам современным не имеют. Вот свое суждение относительно вот этих самых болгарских ученых, болгарских претензий на аланское наследие хочу завершить следующим. Отдыхая в Кисловодске, мы совершили, туристическую такую поездку в Нижний Архыз. Вы должны знать о том, что когда существовало аланское государство, оно делилось на две части. Западная Алания, где ныне находится Кисловодск, там это Карачаево-Балкарская республика, вот эта территория была все западная Алания в итоге. А восточная Алания, нынешняя, грубо говоря, нынешняя территория современной Северной Осетии. Да. И вот, находясь в Нижнем Архизе, мы подошли туда, и у входа в городок в глаза посетителя попадает просто памятник, на котором были выведены слова. Вот я сфотографировал вот это самое камень, эти слова, и здесь написаны следующие слова, обратите внимание. Создателем великой аланской культуры от благодарных потомков карачаевцев и болгарцев. Вот оно, вот эта самая фотокопия этой бумаги. Я очень подивился увиденному. Это самое грубое искажение исторической действительности.
Если аланы имели кому-нибудь отношение, то в первую очередь к аланам. Это весь мир признает, вся академическая наука в этом признает. И полностью вычеркнут именно алан из своего списка, поскольку сегодня ты занимаешь эту территорию, и приватизировать и их историю и прошлое, это просто нонсенс. Такие вещи в культурном мире не должны себя позволять люди, тем паче называя себя учеными. Во-первых, согласно данным академической науки, Нижний Архыз основали иранозичные аланские племена и был столицей Западной Аланы. Это факт. Вот цитированный мною Владимир Александрович Кузнецов недавно выпустил очень большую книгу в переработанном виде, посвященную Западной Алане. И там все полностью расписано о том, с самого начала до конца, вся история этой Западной Аланы, Нижнего Архыза. Даже он исследовал то, что находился под землей, под почвой. Это самая культура, древняя культура, когда возник Нижний Архыз и так далее. И безапелляционно доказывает о том, что это было основали именно алане, которые жили здесь основательно до 13 столетия, до татаро-монгольского нашествия. Во-вторых, как проиллюстрировано более выше, предками карачаевцев-балкарцев историческая наука считает тюркоязычных считает в итоге тюркоязычные племена половцев, иначе их называют еще и кипчаками. Об этом свидетельствуют многочисленные исторические документы, да и сами балкарцы и карачаевцы не отказывались от этого. В 1959 году, когда их не знали, с этим решением они согласились. До 1994 года они не протестовали против того, что они появились как в синтезе 4 племенных союзов древнекавказских племен, алан, кипчаков или половцев и болгаров. Ну, а вот теперь уже совсем уже отказываются от этого. И вот, чтобы убедиться в этом, что они не правы в этом вопросе, я вам хочу привести именно диалог, который состоялся между этими великим балкарским поэтом Кайсином Кулиевым и с его другом армянским ученым Макартичан, Левоном Макартичан. Вот беседуют эти два человека, я выкачал это из интернета. Кайсин Кулиев говорил Левону: «Левон, знаешь ли ты, что балкарцы – это те же половцы? Кипчак был великим полководцем, вот этого половецкого хана Кипчака, потому их называют кипчаками. Кипчак был великим половцем. Слово о полку о нем написано даже. Это невидимое лицо». Я продолжаю цитировать Кайсина Кулиева. Сохранилась грамматика половцев, составленная греками. У меня есть фотография рукописи. Это грамматика современного балкарского языка. За столько веков никаких изменений в языке. Наш язык самый чистый из тюркских языков. Это говорит великий Кайсин Кулиев. Он такое же место занимает среди балкарского народа, как Костахет Агуров для осетинского народа. Я хочу подчеркнуть о том, что покойный наш дорогой незабвенный Нафиг Григорьевич Джусойте находился в очень большой дружбе с Кайсином Кулиевым. Да. Наш язык самый чистый из тюркских языков. О своих грозных предках Кайсин составил цикл стихов «Кипчак Айи», «Половецкая луна», который опубликовал в журнале «Аврора» еще в 1974 году. Там же и слова Кайсина. Это один из самых сложных моих циклов. Сложность заключается в том, что я обратился к своим предкам, половцам. Получается сегодня странная картина. Предки великого сына балкарского народа, тюркоязычные половцы, а нынешних его соотечественников, ираноязычные аланы. Что общего между этими двумя противоположными понятиями? Поэт гордился своей принадлежностью к своим половцам, а нынешние его потомки стало быть, брызгают ими. Элементарно непонятно, как можно так беспардонно отказываться от своих родителей, то есть подлинных предков, которые ничем не скомпрометировали себя в прошлом, и окрестили себя потомками другого народа, даже если частица его крови течет в твоих жилах.
Ну вот этот самый интернетовский материал Кайсин Кулиев о своих предках, я его выкачал, и есть там полностью приводится то стихотворение «Половецкая степь», которое он приводит. «Отвечайте мне, предки, чем память жива, где плоды ваших рук торжества, урожая, и каких откровений высоких слова вы оставили миру, столетия сближая», обращается к своим предкам половцам. Ну, здесь я хотел бы просто вас познакомить с некоторыми этими комментариями к этим вещам. Я никогда не понимал, почему карачаевцы предпочли Аланов половцам. Имя половцев, кипчаков ничуть не менее почетное и известное, чем имя Аланов. В чем они увидели преимущество отказа от собственных великих предков ради попытки присвоить чужих – загадка для меня. Другой пишет: да все просто объясняется на самом деле. Волей исторической судьбы они оказались на аланских землях. Там есть аланские памятники, но не кипчакских. Аланы на Кавказе появились раньше, нежели половцы. У аланов на Кавказе было свое государство, у половцев нет. Видите, мы были более престижным народом, и вот этим не объясняется. Сегодня карачаевцы-балкарцам приходится в негласном противоборстве с адыго-черкесами доказывать свою архаичность, свое историческое право на территории, которые они сегодня населяют. Аланы в этом смысле гораздо перспективнее, нежели половцы. Вот и весь секрет. Всячески доказано о том, что на этой территории жили аланы. Был один замечательный ученый, который я хорошо знал лично, Леонид Ильич Лавров из Ленинграда. Он был специалистом по народам Северного Кавказа. Я оставил специальную книгу «Карачаев-Черкесия до 30-х годов 20-го столетия». Прямо он пишет, что до 13-го столетия никакие претензии карачаевцы-балкарцы не должны предъявлять. Здесь жили аланы, это была аланская территория. На этой территории нынешней Карачаев-Черкесии, провел именно экспедиционную работу великий сын нашего народа Василий Иванович Чабаев. И он всячески доказал о том, что то, что он видел на поверхности, более 200 осетинских слов было обнаружено на территории Болгарии. Осетинских слов было обнаружено всего тогда при Василии Ивановиче Чабаеве, установлены на этой территории. И до сих пор существуют эти названия. Например, Дугат, Догат и так далее, вот такого рода, совсем похожие друг на друга. Ну, потом были 200, но после этого стали доказывать о том, что, оказывается, их оказалось еще намного больше. Вот эта территория Сваны и другие соседние народы называли до недавнего времени тоже Аланией. Не Карачаево-Черкесия Алания, потому что аланы, видимо, оставили настолько большой след на этой территории, что было известно долгое время как этим. На этой территории работали Миллер и Ковалевский, это великие русские ученые. Тоже они доказывали о том, что их называли карачаевцы и балкарцы отуреченными осетинами. Вот такое даже было слово, встречается у Миллера и Ковалевского. Зачем сегодня все это нужно? И вот главная цель, почему это нужно, я опять вас в конце хочу познакомить опять словами Кузнецова, этого выдающегося ученого. Идет своего рода холодная война за передел аланского историко-культурного наследия. Делаются попытки переписывания истории. Разумеется, они не имеют никакого отношения к науке истории, но существуют и оказывают влияние на массовое сознание читающей публики, не подготовленной к объективному восприятию подобной наукообразной продукции. И на самом деле, эти все, то, что вы услышали от меня в данном случае, они очень большей частью далеки от науки. Все эти искусственные построения. Да, и академическая наука никогда с ними не согласится в итоге. Но говоря об этих вещах сегодня, меня просто как ученого, историка и человека уже старческого возраста, меня больше тревожит их политическая подоплека подобного рода измышлением наших доморощенных историков из соседних государств. Дело, знаете, в том,
Вот видите ли, не все специалисты данного дела. И выпуская одну книгу за другой, а вышли обратно огромные книги, огромные монографии и так далее, печатают, все что угодно. Если одно и то же будет слушать одному человеку и так далее, и 1000 раз, то волей-неволей завтра может поверить в те писанины, которые имеются. Не каждый знаком с историей, с подлинной историей этих народов, где кроется настоящая правда, настоящая действительность. И они приносят вред нашему обществу. Вот можете себе представить, вот допустим, этот памятник, пока заложили камень, но завтра будет памятник под таким же названием, и любой осетин, который посетит после этого Нижний Архыз, он будет расположен к этому народу в итоге. Это в какой-то рубец в его сердце обязательно образуется, и это приведет именно к негативным последствиям. Вот официальные власти всех субъектов Российской Федерации, сегодня они все стараются о том, чтобы сгладить отношения межнациональные и привести их до такого состояния, каким были при советской власти. Но если мы вот подобного рода ляпсусы исторического характера не исправим и так далее, то все эти мероприятия не будут иметь никакого эффекта, потому что они очень такие ранимые, и они могут иметь только отрицательные последствия. И никогда у нас тогда мира на Кавказе не будет. Мы все со своей стороны, каждый из нас должен нести, и ингушский народ, наши соседи, карачаево-балкарцы, как ни говори, все-таки определенный процент крови их аланской и так далее, они нам из всех народов Кавказа, они ближе всего к нам в этническом плане. И нам бы хотелось, чтобы были настоящие дружеские братские отношения. И вот эти самые произвол и своей воли именно источников исторической литературы в итоге, которые, к сожалению, поддерживаются некоторыми верхами, руководителями республик, могут иметь очень негативные последствия, что крайне нежелательно. Нам на Кавказе нужен мир, спокойствие и взаимопонимание. Несмотря на многоязычие, несмотря на конфессиональные различия и так далее, Кавказ един во всех отношениях, и мы все должны стремиться к тому, чтобы к этому единству своими действиями привести к этому настоящему единству народа Кавказа. Спасибо за внимание. Спасибо.